Ну вот я зашел, когда второй раз 14 числа. Здесь уже лежала, вот, ну вот здесь лежала корова, вот здесь, 2 или 3 здесь. А вот, ну вот возле кучи, ближе к этой куче, лежали уже старые останки. А вчера, где-то, я не знаю, часов 12-11, милиция приехала, здесь уже был трактор с дисками, уже дисковал. Но они его остановили, ну и запах, соответственно. И по видео сразу мне говорили, что это не соответствует видео. Ну, что-то там я наредактировал с прошлого года, не та ферма. Я говорю, вот, я с этого места я снимал, вот, сараи, все, говорю, все, ну, все как было. Я говорю, я даже не умею редактировать. Ну и все. И потом они убедились, говорят, да, все верно. Ну, сказали, что да. Начали раскапывать. Ну вот, перекопали, нашли только останки, а целых не нашли. Целые я не знаю где, как они, куда они успели их вывести. Ну вот еще останки. Но это старые, опять новых я не знаю, куда они бросили. Но вот это, я бы сказал, что не очень старое. Ну, оно еще, вот, не знаю. Ну, они еще не успели разложиться. Я працевал у марте 2019 года. Коров тогда доили, короче, постоянно их доили. Получается, подоили сарай, у них молока не хватает, они опять же его загоняют, там проходит, ну, буквально час даже не проходит, они опять их передаивают. Потом еще мне такая информация доходила, что в запуск она не разрешала отправлять коров в запуск, потому что молоко падает. Вот я из-за этого думаю, оно и, ну, корову не выдерживает, им же нужно отдых и в запуске, чтобы она побыла, отдохнула. И они потом телятся и сдыхают. Ну, больные здесь только были, с копыты у них больные. Постоянно с копытами очень много коров. Там просто, ну, сараи такие, никакие. Нету как им ходить нормально, постоянно спотыкаются, ямы. Вот там один сарай есть, коровы выходят, они, ну, по пояс они в грязь сразу падают, потом там выходят на сухое. И назад, чтобы зайти, они в эту грязь падают, и чтобы в сам сарай попасть, им надо как-то запрыгнуть там на бетонную плиту какую-то. Ну и получается, ноги калечат. Вот прямо сюда шел, они ставили доску какую-нибудь, ну чтобы оно вниз било. Не видно было, что тут фонтан идет. Постоянно чупики забивали снизу. Он с-под низу бьет. Вот это, ага. С-под низу там бьет. Просто тут уже сильно много воды. 2,5. Вот это вот водонаборная башня. Она постоянно течет. Вот я работал 2 года здесь назад. Ой, 2 года я работал здесь, и она постоянно текла. Где-то 1,5 года назад привезли вот эту вот, хотели заменить, но до сих пор не заменяют. Ну, течет и течет, вон уже целое болото, здесь болото, там вообще болото. Получается, деньги уходят куда-то, в воздух. Вода-то идет в землю. И так наш колхоз точно никогда не поднимется. Камай, да. Она очень грубая. Она всех нас бомжами обозвала. Вот. Моя дочка проходила практику, да. Юля работала этим, семенатором работала. Вот. Она взяла эти телят, мою детенку заставила вытягивать со станка. Я детенка забрала домой. Домой детенка забрала. Вот, Снежана Сухоносова, Снежана Михайловна была. Дохлых, да. А вытягивали на улицу. И вот Полина работала с нами, сколько мы вытягивали. Вот. На улицу вытянем, а потом они уже закидают этих телят, грузят. Возили в лес они и закапывали они. Вот. Это неоднократно то было. Только на нашей ферме. Только на нашей ферме.
На нашей и Снежана моя сколько телят вытягивала. И это все мы Виталику. Да, Или коровы. телят вытягивали. А корову вообще ноги вверх, а голова вниз. А где они находились? За фермой, где вот это башня. Я же работала скотником, мое дитя. Виталик правильно сказал, потому что мы все за его. Потому что у нас такого бардака не было. У нас такого бардака, это Леонова с располкома, она заведует. А у меня сваха работает в Проскурнях. У нас такого бардака не было, как сейчас у нас такой бардак. Дело в том, что люди работали не пьющие, работящие. Столько годов поработали, я всю с детства поработала в Стрешине. Вот. Она пидорасы, и всякими словами, всякими словами обзывала нас она, всякие. Люди все пошли к Альдару работать, прибудок. Все пошли в прибудок, да, работать. Потому что у ее поддержка Леонова. Вот. У нас женщина работает, Наташа работает, да? Муж работал, дойки кучил Вася. Наташа работала, корову доила. Они даже не пьют. Она взяла обязанных людей и по 50%, по 70% нам платила. Просто отказался тоже раздавать комбикорм. Меня заставили уволиться. Ну, сразу. А если я по собственному желанию не напишу, то сказала, что уволим по статье. И мне пришлось. Ну, так вот, поэтому вот такая деловая, ну а с рабочими работать не может она, фактически, если так. Она не может по-человечески подойти и поговорить лишь, что сразу крики, ага, туды-сюды. Вот такие. К ней, чтобы подойти, это очень тяжело. Нужно, как говорится, поймать ее хорошее настроение, тогда можно поговорить. А так бесполезно. И она сразу, как говорится, берет на крик, и да-да-да-да, и все. И вот такие пироги получаются. И поэтому люди так относятся? Поэтому так и кадры меняются там один за одним. Особенно сторожа. Потому что фактически, если сторожи, а я должен что? Охранять территорию и смотреть скот. Ну там да, воды, это моя обязанность налить, подбросить сенаж, как там в договоре написано, один раз в ночь. Но я по 2-3 раза подбрасывал, чтобы они поедали. Вода была постоянно. Ну а так я как отказался возить муку, она меня уволила. А чому ви відмовилися возити муку? А это не моя обязанность, это раз. Во-вторых, у меня низкий гемоглобин и большое давление постоянно. Если я потягаю, я могу там, как говорится, ляснуть. А на моего места дурака найдут, чтобы он, как говорится, встал. Повытягивали корову, ну поразрывались и лежали просто за комплексом. Я уже не работала. Коровы дохлые лежали для фермы. А что я буду не верить? Потому что я и сам видел неоднократно это все. Что бачили? Ну, вот это вот, которая падая еще вытягивается абы куда. Ну, не захоранивается, не ускрывается, ничего. Ну. Прямо валяется за И за фермою, и у кустах, где только не валялось. За 12 годов я нагляделся вот так, на все на это. Ігор, чому воно не заховується? А я знаю. Это вопросы не ко мне. Это он. Ветврачи, зоотехники отвечают за это, осеменаторы, начальники комплекса, это их хозяйство. А в первую очередь директор, блядь, должен отвечать за все за это. А як вот у нее отношение к людям? Такое отношение, как фашисты во время войны относились. Вот такое отношение. Бесчеловечно, ни всякого уважения, ничего к человеку. Святого нету в этом человеке ничего. Сколько народа поуходило с этого колхоза. Колхоз раньше был какие знаменитый, хороший. Но поставили его. Скажіть, а чому не ховали на скотомогильнику? Чому аби куди ховали? Потому что полно уже везде все. Все завалено. Вы были на скотомогильнике? Бачили? Ні, ще А, не ну знаю. так вот поездите, поглядите. Там бочка уже вся полная, зарытая. То есть их дохне больше, чем может вместить это скотомогильник. Да? По инструкции не положено показывать падеж.
как таково. Поэтому это все утихораховалось. Чтобы никто ничего не знал. А бумажка это бумажка, на нее можно написать как хочешь, она ничего не скажет. Ігор, чому вони дохлі? Ну, хоч які версії у вас є? Дохли? Потому что не своевременно лечатся, коров замучивают. Хиба это можно доить по 4-5 раз корову? Но трехразовое доение, 3 раза доите. Чего они доят 4-5 их раз? Но какой скот стоит в говне? Такой человека к власти нельзя допускать вообще, к руководству ни к какому. Она не может руководить. Хоть у нее образование есть, но она тупица. Вот и все, что я вам скажу. Это не человек. Человека надо ставить с деревни, который, понимая во всем, и любит животных, и к человеку относится по-человечески. А это... Пока не была она, родителям все нравилось. А каждый раз мама, пока работала, приходила в слезах. То она так обзовет, то так. Папа сколько раз приезжал, говорит, господи, когда... Тут, понимаете, негде было работать, пока не нашли другое место. И слава богу, что нашли. Ну, факт то, что да, то, что отношение к людям было скотское. Просто они не понимают, она не понимала, что люди без нее будут работать, а вот она без этих людей нет. Она этого не понимала, она никому никакого отношения. Да. Ушли хорошие люди, отсюда ушли хорошие люди, которые могли работать, которые работали бы и по сей день, которые жили там, а сейчас осталось